Салем Достар. Сегодня у нас третий день. Мы сейчас после Барнаула проснулись. Вот. И сейчас у нас начинается тренировочка, потому что все у нас уже попы квадратные. Мы не двигались уже пару дней. Давайте сейчас начнем. Всем привет еще раз. После маленьких мини-тренировок зашли покушать. А с боссом. Вообще, как-то, не помнишь, в магазине сказали, почему без спроса снимаете Энди? После этого отбило желание что-то снимать где-то. Вот мы, например, вот в этом 22 Рус, что ли, называется, да? Отбило желание снимать, потому что, почему? Если вы занимаетесь торговлей, радуйтесь тому, что люди приходят и что-то снимают и рассказывают. Господь, вот так. Если вы в торговле, если вы в бизнесе, вообще вот везде, да, если вы строите свой бизнес, и снимайте. Если люди приходят к вам, снимают, рассказывают про ваш магазин, рассказывают про вашу столовую, да, радуйтесь, что такие люди пришли, дайте им, не знаю, там, хлеб в подарок, сахар в подарок или что-то такое. Вообще, короче, с утра лопай. А так, заметили вот разницу с Казахстаном и с Россией в том, что в столовых прям каждую сахаринку считают, оказывается, и каждый хлеб. Ксюша такая стоит и не понимает, зачем у нее спрашивают, сколько она сахара берет. И Ника такая рядом, за каждый сахар мы платим деньги. Типа, тогда один. Типа такого, короче, ситуации. Все, сейчас мы выехали с Барнаула. Осталось план до Красноярска доехать. Это где-то 800 километров. Я думаю, мы доедем, да? Угу. Связи нету. Зачастую нету связи. Вот так? Угу. Чай, короче, ага. Без лимона 200, с лимоном 250. Чай с лимоном 250 рублей, плюс 5 рублей каждая сахаринка. И Ксюша просто в шоке от того, что лимон считает и сахар тоже. Ты в шоке? Угу. Все, меня вообще высыпало, смотрите. Ничего. Я ожидала. Потому что когда я в Якутск еду, у меня сразу все прыщи вылазят. Это еще вообще нормально. Там я буду вся красная, вся прыщавая, еще прибавлю килограмм 10, наверное. Даже и при том, что я кушать не буду. Вот такая остановка была. Вот тут внутри кушали. Ага. И когда будете вот спать, да, рекомендуется вот рядом с фурами спать. Очень спокойно рядом с ними спать, дальнобойщики. Люди не гулящие, работящие. Вот, все, ребят, мы поехали. Все, заправились только что на 30 литров. Тут в России, оказывается, нет понятия типа полный бак. То есть, когда ты, в Алмате, когда заправляемся, мы говорим просто полный бак, и там до предела заполняет, и потом мы оплачиваем. И все это делается в АЗС, где вот рядом и мини-маркет есть, и вот заходишь, ты видишь воочию этого человека, а тут все через маленькое окошко. И мы же раньше так заправлялись и не замечали, да, как будто забыли, и вот через это маленькое окошко заходит. Ничего там не слышно, что говорит оператор, что-то там вообще очень стрессово, но в принципе потихо и привыкаем. И примерно говорим вот 30 литров, 20 литров, вот так вот. И чек в конце только тоже, сразу не выдают. Что еще? Как мы пересекли границу, ребята, туалетов не было. Вот вообще. Туалеты есть только у
некоторых АЗС, то есть там, где заправляешься, там у некоторых есть, у некоторых нет. Тут вообще, если вы собрались вот в сторону России, да, помните, что тут очень большая проблема именно с туалетами. Почему? Даже вот в торговых центрах. Есть торговые центры, где нет туалетов. Ага. И я не буду говорить даже о наличии туалетных бумаг, там мыла. Вообще нету такого. Ага. То есть это... Если тебе нужна туалетная бумага, это уже твои проблемы. И нужно учесть то, что вот если вы останавливаетесь где-то в столовых, обязательно просто нужно обязательно сходить в туалет. И эти туалеты обязательно платные. Ага. Даже вот мы сходили в столовую, там туалет стоил 20 рублей. Это вот сколько? 120 тенге. Ага, 120 тенге стоит туалет в столовой, в которой ты кушаешь, извините. Вот, ну, типа такого. Ну, когда одна долька лимона 50 рублей стоит, о чем тут говорить, да? Вот, так что готовьтесь к этому морально, и нету вот этих навесок, беседок, как вот мы ехали вот в Казахстане, да, по пути в Семей. Вот таких беседок уже не будет в России. И туалетов, соответственно, тоже. Вообще, ни одного туалета мы такие не видели. Я помню, вот, когда едешь по республике, по Саха-Якутии, то туалеты есть. Вот в зоне республики Саха, там есть туалеты хорошие. Они там прям вот через каждые там несколько сотен километров стоят. А тут в этой стране вообще нет, оказывается. Ну вот такая информация для тех, кто собирается в такое автопутешествие в сторону России. Ага. Хотелось бы, конечно, чтобы было как-то красиво написано, но как-то, не знаю, этот баннер был единственный по голу. И так, ну посмотрим. Ага. Вот такой город, въезд в город. Угу. Вот. Кемерово. Мы в Кемерово, ребята. Что, ребята, после Кемерово, ну вот этого, после этого знака Кемерово сразу поворачиваем направо, оказывается, и в город не заходим, сразу едем дальше. Дальше в Красноярск дорогу держим. В Кемерово живет примерно 540 тысяч человек, что говорит о том, что он меньше, чем Барнаул. А так в Красноярске мы будем спать уже в квартире. Квартиру посуточно снимем и там поспим. Ага, потому что мы в Красноярск должны приехать где-то к вечеру, и не хочется после 6, когда ездить, нужно все равно отдыхать, и как-то более хочется более спокойно ехать, потому что когда вот есть же такое, что когда вот ты спешишь, прям хочешь успеть, ага, а все равно ты, считаешь, что лучше идти по течению расслабленно, ага, и не заставлять вселенную как-то работать не в то русло. Вот. Ну а что, сейчас давайте покажу, что у нас окружает. А нас окружает вот это вот стекло лобовое. Конечно, оставляю желать лучшего. Вы бы видели, сколько всего там этих бабочек, птичек. Птички вообще камикадзе, оказывается. Ага. Ника, как ты себя чувствуешь? Нормально. Нормально, да? Нога как? Нормально. Всё. Как ты себя чувствуешь? Я устала. Как ваш штурман? Так себе. Ага, плохой я штурман, короче, сразу скажу. Ага, у меня, почему постоянно я хочу спать, потому что у меня
внутричерепное давление. И когда вот что-то качает меня, да, я сразу засыпаю. Почему я не сажусь за руль? Потому что я засыпаю за рулем. Ага. И очень опасно, когда я вожу, потому что я вот больше 20-30 минут не могу находиться за рулем, потому что меня сразу вырубает. Ага, и я сразу начинаю засыпать. И что еще? Я засыпаю, потому что еще вот внутричерепное давление, еще второй фактор это солнце с этой стороны днем вообще с правой стороны сильно греет. Угу. И когда жарко, я тоже начинаю спать. Вот вы видите, трасса. Ага. Дальше вот, пожалуйста. Посмотрите, светофоры тоже вот оранжевые, только вот не такие изогнутые, как в Барнауле, да, а вот такие вот интересные такие вот, посмотрите, вот с круглыми вставками какими-то, вот еще. Так что вот так вот, ага. Интересненько. Ну что, мы выезжаем из города, из Кемерово. Что хотелось сказать? Вот днем вообще мне плохо становится, я прям хочу спать. И сейчас наконец-то как-то вот пришла в себя. Вот, и что еще-то? Сложно сидеть прям вот целыми днями. Тебе насколько сложно, я не знаю. Это просто сидеть за рулем. Вообще, я не очень люблю водить машину. Ну, как не очень? Не люблю я водить машину. Вот. Что еще? Вчера разговаривали на тему комментариев, вернемся к ним. И там, короче, вот зачастую я тоже натыкаюсь на комментарии такие, как вот, вы там вассалы России, вы там, то, что мы там какой-то несвободный народ. Я с этим, в принципе, согласна. Я это принимаю, я это знаю. Нас всего... вообще, я хотела бы сказать, что Республика Саха, она это огромная республика. Ага. Она богатая республика, это как второй Дубай. Но расположение его, это вокруг вообще России, во-первых. И да, нас мало. И нас могут вообще истребить любой народ, я считаю. Нас всего 500 тысяч человек. Вот, по всей республике, спасибо, там миллион нас стало. Это вместе со всеми другими национальностями, в том числе и русскими. И их намного больше, конечно. И в нашей республике численность Саха это 500 тысяч человек, не более. Вы просто вдумайтесь, 500 тысяч человек. И если мы даже... Я, конечно, хочу там, чтобы моя республика стала какой-то отдельной страной, чтобы язык Саха стал государственным языком, да, чтобы мы были сами себе хозяева. Конечно, я этого хочу, и это является некими такими грезами, какими-то, какой-то мечтой. Ага. Но если посмотреть правде в глаза, честное слово, нас могут истребить кто угодно, как будто 500 тысяч человек против многомиллионных наций. Это вообще ничтоже. Ага. И получается, что есть мочи, мы постарались сохранить нашу культуру, наш язык, и нашу идентичность вообще, и самоидентификацию. И до сих пор, да, у нас имена вот такие. Вот было такое время, когда в 90-е, вот прикиньте, только вдумайтесь, в школе надо мной издевались и меня избивали за то, что я знаю свой якутский язык. Прикиньте, вот настолько вот время такое было, ужасное время, когда ты гордилась, дети гордились тем, что не знают якутский. А я понимаю только русский. Вот так было. Я не думаю, что в Казахстане так же было, наверное. И получается, я все равно говорила на якутском. Душа моя говорит на якутском. А что я сделаю? У меня когда говорю на якутском, это совсем по-другому. Стоит рот открыть, и просто само льется. Потому что душа так говорит. Я благодарна себе за то, что я сохранила этот язык и свой язык. И
воспитала Ксюшу, знающей этот язык. То есть я не поддалась какому-то влиянию детей, которые там говорили, что нельзя говорить на якутском, стыдились. А мне вообще пофиг. Ага. И ну это вот, что говорить, если вдуматься, вот как это было и почему вот, да, мы вассалы, ага, это понятно, мы зависим от России. И тут нужно пройти историю вот самой республики, и мы сделали максимум того, что мы могли сделать. Хотя бы вот Конституцию нашу приняли вот в каком-то году 1900, ну вот 997, ага, и это постарались ребята, которые вот, ну, которые нашего возраста, по-моему, на то время были. Они молодцы, что они вот Республика Саха назвали, ага, и в скобках Якутия. То есть Якутия состоит из слова, этимология слова Якутия это я, якут. Я это я, ага. Кут это на якутском душа. Я душа. То есть мы тенгри, и мы как бы для нас душа у всего есть. У леса, у огня, у солнца, у неба, ну, вообще мы дети природы, и мы чтим души всего. Ага. И кут это вот я душа. И даже вот говорят то, что когда русские пришли, ну, как бы захватывать нас, ага, и мы говорили вот я кут, я душа. И вот из этого осталось и вот Якутия. На самом деле, вот многим якутам не нравится, многим саха не нравится, когда их называют якут, якутка, потому что это как оскорбление. Ага, ну как оскорбление несколько. Мне, например, хорошо, когда я называю себя сахабын, я заха. Саха Сире, Республика Саха. Ну, опять же, я не говорю, не отказываюсь от слова Якутия. Так настолько кардинально тоже не имеет места быть. Настолько кардинально быть, типа, сторонником только все. Сахатула, Сахасирея, да? Эта история так случилась, и мы ничего не можем с этим поделать. Нас мало, нас зовут русскими именами. Тогда вот смотрите, как случилось, да? Называли полностью русскими именами, еще крестили, да? Я помню, меня крестили в 4 года или что, в 5 лет, я уже не помню, но мы были маленькие, нас не спрашивали, батюшка приехал в деревню и всех поголовно начали крестить. Я крещенная, ага, и меня назвали Елена, это русское имя, но также есть якутская версия, это Лена, это в честь реки Лена, Леня, ага, и так и Лена, вот в честь реки Лена, она как бы так и остается Лена, ага. И тут получается, что полностью вот меняли веру людей, да, но эта вера, она как бы все равно шаблоном была вот православная, но тенгри осталась. Все саха, они все так же вот поклонение вот духам земли, духам огня, это все до сих пор есть, и оно живет в нас, ага. Какими бы мы там православными не были. Ага. Что еще-то? И вот нас 500 тысяч человек. И если так подумать, да, мы пойдем там отдельно или что-то, да, ну 500 тысяч, богатая, очень богатая республика. Что она там с нами будет, я не знаю. И вот, так что, ребята, нужно пройти вот этот путь этой республики, народа, да, чтобы как-то вот, ну, сидеть, оскорблять, и как-то вот тоже неприятно, потому что я это прекрасно понимаю. Ага. И да, нас назвали всех русскими именами, потому что тогда так надо было. И никак иначе. Сейчас я очень радуюсь тому, что новое поколение, оно называет своих детей именами уже якутскими, ага. Но опять же тоже слишком фанатики тоже есть там вообще, ага.
я же придерживаюсь того, что, ну вот так случилось. Мою дочку зовут Ксюша, и назвала я ее в честь своей подруги, которая помогала мне во время беременности. Она сейчас живет в Италии, является архитектором в Милане, и она помогала мне носить мои анализы. У меня сахарный диабет, и каждую неделю, по-моему, мы сдавали. Чуть ли не через несколько дней я должна была сдавать анализ мочи. И вот эта Ксюша мне помогала тем, что она относила сама мою мочу, не только мочу, и везде помогала. И вообще прекрасное время прошло, и благодаря ей моя беременность протекла очень-очень удобно, очень спокойно. Ага. Я только и делала, что лежала и гуляла, вот. И в честь нее я назвала свою дочку Ксюша, Ксения, потому что, я думаю, она заслужила, и это просто, мне нравится это имя. Никакое другое я как бы не представляла. И так случилось, что она не Туяра, не Гюнней. Я вообще хочу, когда у меня внук родится, назвать его Хао Цинь. А что, хочу и все, короче. Вот, так что вот такое мое мнение. И, конечно, вот смотришь на Казахстан и понимаешь, что мы могли бы жить так же, и это прекрасная страна, и классно по территориально тоже, да, что находится именно как-то только 7000 километров граничит с Россией, дальше уже другие страны. А тут у нас получается, что мы вообще вокруг, ага. Вот. Что мне на заправку, да? Итак, на чем мы остановились? Вот Казахстану, да, в этом плане повезло территориально, можно сказать. Также еще и религия имеет место быть, потому что в любом случае, классно же, вот вы видите, смотрите, вот в метро, везде, да, вас очень много, и это супер круто же. Вас могло быть еще больше же, да, если бы не Голодомор. И тут получается, что религия тоже как-то позволила и сыграла важную роль, я считаю, потому что вот мусульманство тоже позволяет многоженство же. И детей в среднем в семьях тоже очень много. В среднем как-то вот 5-6 детей. Это же супер, прикиньте, да, вот. А раньше у вас там, может, еще 10 детей было, да. Потому что и юг, вы находитесь южнее, тепло, и мама не говорит, вы там рожаете, это же классно, дети здоровые, хорошенькие такие, да. А в нашем случае минус 60, роди-ка там 6, обеспечь просто жесть. И вот это тоже играет роль, и вот религия, то, что у нас там тенгри же мы, и получается нету, много не рожаем, ага, и еще температура тоже, климат большую роль играет, потому что у нас от минус 60 до плюс 40 температура в городе. Это в городе, я не беру вот деревни, там где минус 70, да. Минус 60 и плюс 40 это резкоконтинентальный климат, когда ты должен не просто вот выживаешь, а выживают твои дети тоже. И ты, как бы у тебя нету такого, то что вот ты купил куртку, это на зиму. Мы вот на зиму, когда в первый год жизни в Алмате купили куртку, мы, проходя мимо, купили куртку, и мы только тогда осознали, что эту куртку будет Ксюша носить зимой, это зимняя куртка. И мы такие счастливые были. Знаете почему? Потому что мы не планировали бюджет под зиму. Потому что для нас подготовка к зиме это отдельная неделя, это отдельный бюджет, это отдельный стресс. Потому что ты должен обеспечить себя унтами, какими-то крутыми ботинками, с которыми у тебя ноги не замерзнут, в которых не замерзнут ноги, специальные там какие-то ритузы, подштанники, наколенники, шубы, ага. Шубы. У моей мамы 3 шубы, которые она носит минус 20, минус 40 и в минус 60. Это же ужас. А у нас, например, получается там какие-то куртки, которые минус 40 выдерживают.
эти баски, да, шапка специальная. Что не говорить, даже сумка должна быть специальная, потому что эта сумка, это вот рюкзак, который я ношу, он просто там, ну, треснет в минус 60. И вот то же самое для всей семьи нужно делать. И это колоссальные расходы, когда у тебя на все вот, на весь период вот всегда должна быть некая одежда, ага, а вот это вот эти осень, зима, осень-весна, она как-то вот на 2 недели и все. 2 недели осень и весны, и сразу лето или сразу зима. Вот так вот живем. И в этом климате, мне, например, рожать как-то, не хотелось. Спасибо, вот одну дочку родила, а на этом все, потому что это спасибо, я еще родила, потому что у многих моих друзей, знакомых, да, детей нет, потому что тоже вот какой-то фактор, все равно здоровье портится, я считаю, там, на севере, и вот я смогла родить еле как одного ребенка, потому что, опять же, у меня кисту нашли в подростковом возрасте и сделали операцию по удалению яичника из-за того, что охладила себе все, что можно было. Это же ужас. И таких девочек, как я, просто тысячами. Ага. И это, конечно, тоже играет роль в деторождении, вообще в населении. Вот такая вот грустная статистика, можно сказать. Но как бы то ни было, я очень рада тому, что как-то восстанавливает якутский язык, восстанавливает свои имена новое поколение, да, и сейчас разговаривать на якутском, это взрослые учатся разговаривать на якутском языке, прикиньте, это же классно. И когда ты знаешь свой язык, это уже привилегия, это уже модно, это уже не стыдно. И хоть как-то мы к этому идем. И, кстати, Казахстан играет некий пример. Ребята, которые переехали в Казахстан в 2022 году, тоже непростые ребята, я считаю, переехали такие, которые легко могут оставить и начать новую жизнь, те, которые имеют свои бизнесы в большинстве своем, да, независимые ребята, у которых мнение, которых невозможно взять в систему. Вот такие ребята приехали, и есть отток, конечно, и этот отток, даже если был, ребята увидели, как можно жить вот в Казахстане. Самоидентификация колоссальная. Говорят на своем языке вообще. Это же супер. Ага, и такие добродушные люди. И поэтому как-то и ребята смотрят, и вот казахи могут так. Они себя идентифицируют настолько классно. Они гордятся тем, что они независимые казахи, свободные казахи. И это же супер. И вот это послужило неким примером для нас. Ага, и ребята вот восстанавливают уже свой алфавит, наш алфавит, да, на латинице который. И свои локальные бренды появились, якутские именно, с якутскими названиями. Это же тоже супер. Это все равно, я считаю, что влияние Казахстана в этом по-любому есть, потому что все это вот очень остро встало после притока населения, притока Саха в Казахстан и его оттока, вот этот приток оттока все идет и идет. Вот, так что вот такое размышление. Ага, может, опять долго было, но хочется вот свое мнение рассказать об этом и вот сказать то, что и ответить на такие хейтерские комментарии о том, что вот вы такие-то, вы рабы Путина и все такое. Да, может быть так. И нет тоже. И тут как бы нужно посмотреть на все факторы, которые повлияли на это. Ага, это чисто мое мнение, я считаю. Ага. И что делать? Вот так вот. Ага. Так что такая дискуссия была. Пишите в комментариях. Интересно послушать тоже. Если кто досмотрел до этой части, молодцы. А мы едем дальше. Вот. Что еще? Вчера мы разговаривали же на тему
тоже такую животрепещущую тему, по-моему, я затронула. Посмотрим, как ответили. И комментариев пока, ну, только загрузили. Вообще связь не очень хорошая. Местами есть, местами только есть. А так, на самом деле, очень долго связи вообще нету. Ага, вот как-то вот окольными такими путями ездим. Что еще-то? Я хотела сказать, про Якутию рассказала, с чего вот, ну, с чего началось вот это слово якут. Ага, а так, да, в частности, в большинстве своем, ребят, мы любим, когда нас называют саха. Ага, вот. А так, меня еще интересует этимология слова саха, откуда оно. Ага, и есть несколько вариантов, потом об этом тоже поговорим, я думаю. Вот. Ну что, на этом все. На этом этот монолог заканчивается. Будем сегодня гулять по Красноярску. Ой, вообще я чувствую себя максимально грязной. Сегодня мы спали в машине, если честно, было комфортнее, чем в квартире. Ну, по крайней мере, Ника так сказала, ей было намного комфортнее. В квартире пыльно, посуточная квартира, и все равно какой-то некая толика опасности как будто присутствует, потому что я человек, ну, я рак по знаку зодиака, меня очень сильно беспокоит безопасность вообще. Я прям вот... А еще у меня травма была, 8 лет ко мне постучался убийца. Ага, он убежал с тюрьмы, его разыскивали, и он приходил, вот, стучался ко мне в квартиру. Это просто ужас, у него был пистолет, он угрожал мне, и после этого у меня прям вот бзик на безопасность. После этого я долгое время спала с ножом, и меня лучше не будить ночью. Но сейчас я чувствую себя намного лучше и спокойнее, но все равно лучше перебдеть, чем недобдеть, считаю. Вот. Так что спать в машине тоже можно, ничего в этом зазорного нет. Рядом ставите машину между вот этими фурами. Ага. Ребята тоже спят, вы тоже спите, намного спокойнее вот рядом с дальнобойщиками спать. Угу. И ничего не происходит. Что еще? Потому что квартира, она прям пыльно-пыльно. А у Ники, оказывается, еще аллергия на пыль. Господи. Ага. Постоянно чихает. Мне было сегодня, ну как сказать, я спала сидя, потому что у меня там сзади 2 чемодана, и поэтому у меня вообще как-то я не могу опустить кресло, из-за этого вот так и сидя спала, и как-то не очень, конечно, себя чувствую, но в любом случае ничего страшного. Вот, так что мне вообще не привыкать, я могу хоть где спать, хоть стоя, хоть сидя, что... Ну реально, у меня вот с этим вообще нормально. Я даже стоя на эскалаторе засыпала, и хорошо, и несколько жила в машине, и мне вообще не привыкать. Вообще мне нормально, мне хорошо. Вот, так что очень хочется послушать ваше мнение, как вы считаете, как вы думаете по поводу того, что я сказала, что вот Якутия является вассалом России. И что еще-то? Ну вот это. А так там говорят, что у нас продукты очень высоко, стоимость продуктов очень сильно выросла, что дороги вообще ужасные, что пыльно в городе. Ну и, конечно, новшества тоже есть, я обязательно это покажу. Очень хочется увидеть свой Якутск, свой родной город. И, жалко, конечно, что с городом происходит сейчас то, что происходит. Хочется тоже убедиться. Дороги, проблема дорог всегда была такая. Ага, там вообще вот алматинцы еще жалуются на дороги. Да, у вас вообще супер дороги, честное слово. Вот у них тоже супер дороги, посмотри, да? Ага, вот в Кемерово тоже супер дороги. Вот и якутские дороги покажу. А там всегда дороги
люди вообще, ну, сколько они не делают, все равно вот. Ну, почему Финляндия? И, типа, и говорят, типа, вот, у нас же вечная мерзлота, поэтому у нас дороги плохие. А в Финляндии что? Почему у них так хорошо? Почему у нас так плохо? А там делай, не делай, все равно, короче. И вообще, там, ну, на машине ездить это сверху роскошь. Ну, дальше покажу, посмотрим. Мне самой любопытно и прям жалко вот своего города. Надеюсь, не так страшно, как рассказывают и как снимают рилсы. Все равно мы будем надеяться на хорошее. Ну все, ребята, до встречи в следующей локации. Уже, наверное, в Красноярске. Какой Wi-Fi вообще? О чем ты, Никоди? В кафе нет Wi-Fi. Мы взяли 3 борща. Это обошлось нам в 1000 рублей. С 3 лимонадами. Ага. Ну, 1000 с чем-то. Ага, ладно, пускай. Но почему в столовых и в кафе везде туалеты платные? Я тебя не снимаю, Ксюша. Ага. Везде платные туалеты, ребята. И сейчас туалет стал еще дороже, на 10 рублей. Я ничего против не имею, но да. Когда предоставляют вот место, где вот ты приходишь, тратишь деньги, кушаешь, да, можно же это ну, позаботиться о клиентах, которые в долгую дорогу вот захотели сидеть в туалет. А может быть, ага, может не покупают ничего и ходят в туалет, да? Ну хотя бы поставили бы бесплатные. Ну что такое-то? По Амурской области есть бесплатные, да, ты сказала? А по этой стороне вообще нет. Вот по Якутии есть бесплатные, а тут вообще нигде не стоят. Это так странно. И ты проходишь по QR-коду и платишь отдельно, там 20-30 рублей. Вот я вот как пересекла границу 2000 километров назад, так и не видела бесплатный туалет. Ой, мамочки, пожалуйста. Так, ребята, мы подъезжаем к Красноярску. Смотрите, вообще здесь очень много бабочек. Только протерли окна, а тут бабочки умирают. Они вообще, их не видно, но их очень много. Они беленькие. Вот снова тоже. Видите следы? Одни бабочки. Вот так выглядит Красноярск. Красиво, зелено. Что мы подъезжаем к Красноярску, ребята, смотрите. Вон какой огромный крест, мамочки. Ага, вот. А букв Красноярска нету, да? Вообще Красноярск, я здесь была проездом, ага, но в город я сам не заезжала, потому что аэропорт находится от города в 30 километрах, по-моему, очень далеко. Ага, и поэтому там рядом с аэропортом так и переночевала. Вот, а Ника с Ксюшей были в Красноярске, они знают, что это за город. Угу. Будем смотреть. Ну, ночь проведем здесь. Завтра у меня еще по плану созвоны по работе, поэтому я поработаю и потом уже выйдем. Вот и Красноярск. Ура! Мы заезжаем в новый город. А в Красноярске население где-то составляет 1 200 000 человек. Вот посмотрите, город просто на ладони. Вот такой город. Посмотрите, какие многоэтажки. Такие тоненькие. Тоненькие такие. Ага. Где? Как будто ветром дует. Итак, мы сняли посуточную квартиру через суточно.ру. Тут букинг не работает.
семье мы снимали квартиру через Booking это. Тут суточно.ру. Также есть другие приложения, но суточно мне показалось самым таким нормальным. Вот. И сейчас мы заезжаем в эту квартиру. Бесконтактный заезд. Все пароли явки отправили. Вот примерно где-то в этом районе. Сейчас будем искать. Ну все, и наконец-то отдыхать. Да? Вы устали? Ну да. Кстати, это там я посмотрела сегодняшние эти комментарии, как мы на вчерашний влог, комментарии типа супруг, нет, не супруг, ну спасибо, что хотя бы супруг сказали, а то говорят, что это сын, это внучка, а я бабушка. Это вообще несправедливо. Вот так вот. Вот-то Ника. Ника девушка. Понимаете, да? Мы все втроем девочки. Девочки. Ну все, ребята, все, ура, ура. Спать, отдыхать, мыться. Дворники, конечно. Ну ничего. Нужно быть благодарными за то, что имеем. Давайте во всем искать плюсы. Ура, мы заселились. Посмотрите, вот тут ванная, тут комната. И тут диван. Новостройка с видом на город. Ну, в принципе, очень красивенько. И мне понравилось, что постельное белье и полотенце вот все 3 экземпляра вот в таких пакетах. Классно, да? Итак, по продуктам мы почти все съели. Огурцы, у нас полный пакет огурцов был. Вместо чипсов, вот всяких снеков, мы кушали огурцы. И это прикольно. Вот еще яблоки остались. Ну и все. Сейчас будем отдыхать. Ну что, друзья, мы помылись и дальше пришли в одно заведение посидеть, отдохнуть после дороги. И Красноярск очень красивый город, оказывается, и люди радушные такие везде. Что хотела сказать? Тут нет комаров, как в Барнауле. И еще я хотела подытожить тему того, что вот, почему Якутия является, она, не ушла, как вот другие республики, да, отдельно. Моя версия, это чисто моя версия, чисто я так думаю, нас мало, и этому, конечно, одним из факторов повлияло то, что Вторая мировая война, и там численность призванных людей составила где-то 65 тысяч человек. Это очень много для такого народа, для такого малочисленного народа. Одних Узнаевых погибло на войне очень много. Одни даже придешь в Верхневилюйск, да, на мою родину, и там мемориал, и там Узнаев, там все и нашего мужского именно мужской стороны ушло много, и в Питере мой дядя там погребен. Получается, все мужское поколение Узнаевых ушло там. Узнаев фамилия у меня у одной, и еще у одной моей тети есть. Узнаева Италина, это мировой судья в Верхневилюйске, и я. А остальные все уже с другими фамилиями ходят. И это не псевдоним, это моя реальная фамилия. Почему ты думаешь, что это псевдоним? Нет. Из-за того, что я консультант, люди думают, что я себе взяла такой псевдоним, типа я все знаю. Нет, это моя фамилия, я с ней росла. И нас очень мало. Узнаевых тем более. И, конечно, Казахстан тоже очень много потерял людей. И, моя одна из таких версий вы услышали в течение дня, что я думаю об этом. И так что, живем дальше, ничего в этом страшного нет, дальше развиваемся, дальше самоидентифицируемся, и, конечно, нужно отдать должное казахам, Казахстану, который
дает нам пример, ага, самовыражения, самоидентификации. И это, безусловно, классно. Я думаю и уверена в том, что наши народы все равно это родственные народы, это тюркские народы. И классно, что везде искать плюсы. Я чисто за это. Везде искать плюс, позитив. И во всем плохом тоже нужно искать все хорошее. Ага, не бывает только плохого, бывает. Вот. И ну что, сегодня мы вот завершаем наш третий, да, или четвертый день. Третий день в Красноярске. Завтра я буду с утра до обеда работать. Все равно работа, она не стоит на месте. И спасибо клиентам, которые понимают, что я в дороге и ждут меня там, в Якутске. И есть неотложные клиенты, с которыми нужно работать, и я вот с ними завтра созвон проведу, и уже где-то после обеда выедем в сторону Иркутска. А так дорога такая, скажу, нелегкая. Ага, нелегкая, тем более один человек только за рулем. Вот, и в перерывах я занимаюсь массажем ног. Вы знаете, что я мануальщик? Он курдук, короче. И мы решили, что в день вот по 1000 километров мы хотели проезжать, но потом подумали, ай-ка лучше спокойно надо ехать, и мы все равно успеем к нашему ИСЭФу, и завтра мы не будем доезжать до Иркутска, где-нибудь посередине сядем, в планах проехать 600 километров максимум, и все. Тем более мы выедем после обеда. И уже потом где-то с середины до Иркутска мы доедем до Байкала, Улан-Удэ, и мы там уже засядем где-то на сутки, потому что очень хочется увидеть Бурятию. Я там ни разу не была, ни Ника, ни Ксюша не видели Байкал. Я так хочу увидеть Байкал и покушать бузы, ага, настоящие. 600 был, тем более 600, хотя бы 300 километров проедем. Ага, хотя бы 300, да, 300-400 километров проедем, и все. И уже хочется покушать бузы, увидеть Байкал, искупаться на Байкале. И потом уже после Байкала, я так понимаю, то, что мы уже будем у Невера, где-то там у Невера или у Нерингри, уже в своей республике мы переночуем где-нибудь, я не знаю. Посмотрим. И все, будем показывать. Спасибо за ваши комментарии, что остаетесь, пишите, что интересно. Для меня это вообще очень приятно, потому что мы вот этот влог ведем как онлайн-дневник же. Ага, и когда получаешь комментарий о том, что вот так интересно ваше мнение о казахах, интересно ваше мнение там, услышать вообще, как идет иммиграция, да, вот, это очень приятно, в любом случае это приятно, и мне это как мотивация снимать дальше. Дальше вы увидите, какой у нас праздник проходит. Это национальный наш праздник, как Новый год, это как Наурыз. Ага. Это Исых называет, Игых на якутском. И это для меня тоже будет первый праздник такой большой. И вы тоже это увидите моими глазами, посмотрим, насколько это будет классно, и постараюсь рассказать про свою республику, рассказать про Якутию, какой я ее вижу, и для вас это тоже знакомство с такой, я считаю, это такая таинственная республика, которую мало кто знает, ага, и с ее резкоконтинентальным климатом, господи, там плюс 40 бывает летом, ужас, и в нетерпениях показать вам. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, а и даже если не будете ставить, мы все равно продолжим, типа такого, ага. Поэтому я очень рада и добро пожаловать, хош келдиңиздер, жаңа құрметті подписчиктерым. Вот. Так что спасибо огромное за подписку. У меня, оказывается, за 2 недели уже сколько там? 120 подписчиков стало. 170 уже? Нифига, 170. Я не знала, не ожидала, честное слово. И это очень приятно. Так что буду дальше делать видео. Снимаю на свой телефон, на этот 11-й iPhone. Ага, все хорошо, вроде нормально. И если что, пишите по качеству. Я всегда открыта к конструктивной критике. Ага, и в этом я ничего плохого не вижу. Так что спасибо, друзья, за ваши
за ваш интерес. Так что встретимся завтра. Спасибо огромное. Всем пока. И опять я не договорила. Мгм. По поводу платных туалетов. Кстати, к концу дня я поняла, почему они платные, потому что мы наткнулись на несколько бесплатных туалетов, и реально там вообще жизнь страшно было, и я поняла, почему делают платные, потому что там очень-очень чисто. И я лучше заплачу деньги какие-то там 30 рублей, это вот сколько? 300 тенге? Ага. 3 умножить на 6 сколько? 180 тенге. 180. Мы думаем в тенге. Ну, я все оцениваю в тенге, потому что мы зарабатываем в тенге, мы расходуем все в тенге, мы живем в Казахстане, и поэтому я думаю в тенге. Ага. И получается, все-таки лучше платный туалет это хорошо, пускай люди зарабатывают, и это будет для нас чисто, опрятно, ага, поэтому ходите в платные туалеты, и ничего в этом зазорного нет, ничего страшного, поэтому мы уже начинаем привыкать, и ну, мы в любом случае чувствуем себя как гости, конечно, уже и в своей стране, потому что, ну, и, конечно, мы все равно сравниваем, так будет в Буладе, и этот, ну, классно, все-таки все равно как-то по-новому Россия открывается для нас, и также по-новому будет открываться и Якутия, поэтому следите за сторис, и не за сторис, как бы по привычке в Инстаграме, ага, и вот, ну, прикольно, так что платный туалет нормально, хорошо, я уже привыкла, все, всем пока.